Первый день соревнований холодный дождь создал сложные условия для дрифтеров, но Руслан Дзортов выступил уверенно, преодолев квалификационный отбор, обеспечив себе место в парных заездах. И даже непогода не помешала ему продемонстрировать мастерство, опыт и отличные навыки управления автомобилем. В парных заездах Руслан встретился с сильными соперниками, включая Владимира Афанасьева, который завоевал серебро, и золотого призера Тимофея Добровольского. Дзортов проявил себя как решительный пилот, что помогло ему пройти финальные заезды и занять почетное 3-е место. Его выступление стало настоящим праздником для болельщиков из Ингушетии, которые поддерживали своего земляка на трибунах. Результат не может доехать, и попытки Руслане, зрители же, судьи же, техник пилот, оценить дебютант, доконок тебя вот благодаря, они отцы дик результат доехать. Благодаря Сомурязу, Руслане Друсуха, Сорязу, я хотел, чтобы мы стояли на пьедестале, мы и стояли. Бронза Руслана Дзортова – знаковое событие не только для него, но и для всего ингушского дрифт-сообщества. Успех на первом этапе RDS Open стал свидетельством того, что наши пилоты могут успешно выступать на престижных соревнованиях и вдохновлять молодых дрифтеров. Компания шорткигина хаят поддержки ой танбол бежды масичара танлевды ваш питат нахбат шам хахот штаваш кытыш молода результат хади ваш дал чака аз деды я хапейнда нахагулы бахан улу шечот кынек дахош хатсам хахул. С учетом того, что в сезоне 2025 года ожидается пополнение числа участников, борьба за призовые места обещает быть еще более напряженной и интересной. Следующий этап RDS Open пройдет 3-4 мая на трассе Эйтран в Рязани. Руслан Дзортов будет стремиться улучшить свой результат и подняться еще выше на пьедестале почета. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магаз 24.